Ваххабизм, как античеловечное и не имеющее ничего общего с религией ислам течение, зародилось в 18 веке на Аравийском полуострове. Его основателем стал Мухаммад бин Абдуль-Ваххаб. Он был сыном известного богослова, который должен был продолжить дело отца. Однако тщеславие и амбициозность сделало из него основателем одного из самых кровавых движений в истории человечества. В отношении местности, в которой он родился, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В Недже появится рог шайтана». Недж – место зарождения идеологии Ибн Абдуль-Ваххаба. Его учения находили популярность только среди неграмотной прослойки арабов. В основном это были бедуины. Во второй половине 18 века движение ваххабитов начинает активно развиваться благодаря помощи и поддержке эмиссаров британской разведки. И это является еще одним доказательством, что ваххабизм преследует политические цели и идет вразрез с ценностями ислама. О том, что Мухаммад бин Абдуль-Ваххаб сбился с истинного пути и его учение является ложным, признали его отец и брат. Последний даже написал научный труд, в котором он раскрыл настоящую суть ваххабизма. Предшественниками ваххабитов были хариджиты. Главное бедствие, которое принесло мусульманскому миру распространение ваххабизма, это раскол в исламском мире. К сожалению, ваххабизм не единственное вредное течение, есть и другие секты, как, например, хабашизм, радикальный шиизм, таблигh. Одно из главных отличий этих радикалов состоит в том, что они верят в то, во что не верят мусульмане, и сомневаются в том, что для верующих несомненно. Ваххабизм отрицает тот путь, по которому шли мусульмане тысячи с лишним лет до его появления. Ваххабиты отрицают также необходимость чтения Корана для умерших, посещения святынь ислама. Ваххабиты не желают признавать, что проявление уважения к святыням не означает обожествление их. Невозможно также доказать им, что неуважение к истории ислама и тем людям, которые проявили мужество в следовании исламу, худшее из заблуждений. Посещение же могил никогда не считалось грехом. Напротив, этот благородный обряд является для верующих подтверждением их духовной связи между собой и ушедшими поколениями мусульман. Ваххабизм в мусульманских странах, конечно же, встречается сопротивлением. В этом отношении не является исключением и Чеченская республика, регион распространения традиционного суфизма. Ваххабиты вошли в политику отнюдь не в пору военной кампании в Чеченской республике. Их дебют состоялся несколькими годами раньше. И не на Кавказе, а на Ближнем Востоке. О них вдруг как-то заговорили все сразу. Правоохранительные органы, президенты России, Узбекистана и Таджикистана даже создали антиваххабистский союз. Зимой 1994 года Кремль объявил о начале силовой операции по наведению конституционного порядка на территории Чеченской республики. Появившиеся в Чечне в тот же период лица арабской национальности проповедовали среди чеченской молодежи идеи джихада против России. Это и были те самые ваххабиты. Появление здесь смутных 90-х ваххабизма, отрицающий традиционно для нашей республики ислам, порождал и порождает противоречия не только религиозные, политические, но и культурные. Ведь повседневная жизнь кавказских жителей, в том числе и чеченцев, писана в традициях, берущих начало тысячелетия назад. Ваххабизм отрицает все, что ценили наши предки, противоречит семейным традициям. Он разрушает общество изнутри, заставляя забыть такие заповеди, как почитание и уважение старших, честь и мужское достоинство. Все смешав и превращая обычную жизнь в хаос, ваххабизм приносит смуту. Человек, кто один из первых осознал это и нашел в себе силы стать у них на пути, был первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Абдулхамидович Кадыров. Президент статал там порядок 34 год, а война хундисы. 44 год, а война хундеда. Юлхартам хундкутевы. Хунду боцус, асай ойлен, сай кетен балас. Стата топчет хома, от хом бал, от лидер цадалар, ецули. Что царств бомбин чуна елсманею, царств бомбиш велер чуна елсманею. Моя мордуаш моду.
Его жизнь была посвящена борьбе с ними, раскрытию их истинных целей. И сегодня эту борьбу продолжает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Радикальные движения полностью подавлены. Осталась горстка людей, которые пытаются сбивать нашу молодежь с истинного пути. Руководством республики созданы все условия для развития традиционного ислама, построены и отремонтированы сотни мечетей, духовно-образовательных учреждений. Для комплексного воспитания молодежи разработана и утверждена единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики. Заслуги Рамзана Кадырова в борьбе с международным терроризмом и радикализмом признается на всех уровнях. Участники Международной богословской конференции «Исламская доктрина против радикализма» были единогласны во мнении, что путь, выбранный в свое время Ахмад Хаджи Кадыровым, был единственным правильным и необходимым на тот период. Они убеждены, что Рамзан Ахматович на пути Аллаха достойно несет знамя Отца и является служителем священного Корана. Будучи истинным мусульманином, Рамзан Кадыров делает все возможное для того, чтобы защитить истинные ценности религии ислам и уберечь нашу молодежь от тех, кто пытается использовать ее в своих корыстных целях. Сегодня в Чеченской Республике созданы все условия для развития культуры, свободного исповедания своей религии и достойной жизни каждого гражданина. Трудясь над воспитанием нашего поколения, мы надеемся увидеть республику духовно богатой, экономически процветающей, социально справедливой, регионом, в котором сохранили духовное богатство предков, мир, который никому не разрушить.